Хроническое вегетативное состояние, генерализованная эпилепсия, носитель трахеостомы, бронхиальная астма и дыхательная недостаточность третьей степени. И все эти диагнозы были поставлены маленькому Пете Матвееву. Мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких уже 8 лет. Все оборудование, которое нужно для малыша, Минздрав поставил, да, то есть у малыша есть все, что нужно. Но для ведения более активной и качественной жизни ребенку необходим специальный небулайзер для постоянного приема лекарственных средств без отключения от ИВЛ. Чтобы приобрести его, необходимо более 128 тысяч рублей. Его можно будет приобрести здесь, то есть он здесь есть у местных поставщиков, ну и в принципе, то есть мы его сможем приобрести и поставить уже в сентябре. Благотворительный фонд «Харасхал» на протяжении нескольких лет перед Днем знаний объявляет о сборе средств нуждающимся детям. Суть акции заключается в том, что 1 сентября вместо покупки большого количества цветов ребята всем классам приобретают один красивый букет для учителя и сэкономленные деньги направляют в помощь детям. Увидела в статусах то, что проводится такая акция, и отправила в родительский чат, где родители охотно поддержали эту идею. Вместо букетов в этом году детям выдадут флажки с надписью «Я помогаю» и закладки «Твори добро». 1 сентября, надеюсь, состоится торжественная линейка перед школой, где соберутся все дети, и остальные классы тоже смогут увидеть, что вот оказывается есть такая акция, и можно оказывать помощь таким вот способом. Каждый класс, который примет участие в нашей акции, получит благодарственное письмо от нашего фонда и навсегда будет увековечен на нашем сайте. Там мы пропишем, что вот этот класс молодцы, собрались, договорились и сделали хорошее, доброе дело. В акции «Добро в руках» могут принять участие все желающие классы из всех уголков республики, кому неравнодушна судьба и здоровье Пети Матвеева. Заявки на сбор средств благотворительный фонд принимает по указанному номеру телефона до 31 августа. Светлана Амосова, Виктор Дьячковский, Якутск.